Уже в скором времени стереотип, что рыбья кожа – это отходы, будет опровергнут. Ради того, чтобы наладить производство ремней, браслетов и предметов декора из этого экзотического материала, один из жителей Ингушетии даже продал все свое имущество и влез в долги, и не прогадал. Изделия из кожи лосося или семги становятся все более популярными и охотно раскупаются туристами. Елена Орехова оценивала новинки. В пластмассовом контейнере свежая партия сырья, только что доставленная сюда из Москвы. Семга, лосось, сазан – отборный материал для кожевенной фабрики. О том, что рыбью шкурку можно использовать в текстильном производстве, Ахмед Шадиев узнал из статьи в интернете. В ней говорилось, что выделкой рыбьей кожи некогда владели жители Преамурья. Авторы статьи сетовали, что сейчас этим ремеслом занимаются лишь единицы. И Ахмед решил не только вернуть рыбьей коже утраченную актуальность, но и поставить промысел на производственные рельсы. Имущество продал и в долги залез, потому что для того, чтобы создать технологию, это же надо 1000 раз сделать, 1000 раз, допустим, даже когда ты ее создал, после этого еще раз 1000 раз перепроверить все нужно. Все надо убедиться. Поэтому, в общем, на практике все это должно и временем испытания пройти. Превращение рыбьих шкурок в кожаные лоскуты проходит в несколько этапов. Очищенную от чешуи кожу сначала отмачивают в специальном растворе. Его состав предприниматель держит в строжайшем секрете. Затем шкурки обрабатывают традиционным способом. Смягчают, дубят и отправляют на окрашивание во вращающийся барабан, а после в отделочный цех. Весь процесс занимает не более 3 дней. Полученный материал внешне напоминает змеиную кожу, но обладает рыбьими свойствами. Практически не поглощает и не пропускает воду. Изделия из рыбьей кожи не изнашиваются на протяжении десятилетий. По прочности материал несколько раз превосходит более привычную для российского потребителя кожу животных, при этом значительно уступая ей в цене. Ремни, браслеты, предметы декора – все это уже понемногу появляется на российских рынках. В перспективе производства верхней одежды. В ней, уверяет производитель, человек будет чувствовать себя как рыба в воде. Достоинство такой кожи оценили и в швейном цеху. Она удобная, она не тянется, она тонкая, она позволяет себя задрапировать. Изделия народного промысла, пожалуйста, из рыбьей кожи, семга, сазан, осетр. В курортной зоне Пятигорска торговля изделиями из экзотического материала идет бойко. Туристы охотно скупают амулеты и обереги на память. Для скептически настроенных местных жителей приходится проводить презентацию. Вот некоторые говорят: ой, она такая непрочная, ее можно порвать. Вот я вам, смотрите, даю в руки, попробуйте ее порвать со всей силой. Сколько у вас есть силы? Прям не будет. А если порву? Не порвете. Не порвете. Мы это хотим, чтобы вы попробовали порвать. К разгару пляжного сезона Наталья Юдакова планирует пополнить ассортимент купальниками. К осени здесь появятся плащи и куртки. А в ближайшие годы, надеются предприниматели, рыбью кожу, наконец, перестанут считать пищевыми отходами. Елена Орехова, Ольга Кузнецова, Северокавказское бюро ТВ-центра, Ингушетия, Ставропольский край.